первую очередь слова благодарности. Встреча Льва Лещенко с Тамерланом Агузаровым проходит в невероятно доброй и дружеской обстановке. Временно исполняющий обязанности главы Северной Осетии говорит спасибо, в особенности за благотворительный концерт в Беслане. Сам музыкант подчеркивает, помнить об этой трагедии – личная обязанность каждого. Лев Лещенко побывал на мемориальном кладбище «Город ангелов» и в здании разрушенной школы. Говорит, такие моменты заставляют его иначе относиться к жизни. В следующем году он обещал принять участие в мероприятиях, приуроченных к годовщине трагедии. Лев Лещенко говорит, потрясен благородством и сердечностью осетинского народа. За 3 дня визита исполнитель увидел многие достопримечательности республики, побывал даже в Аланском монастыре. Начал знакомиться и с культурой Северной Осетии, выучил некоторые тосты. Но первоочередная цель приезда легендарного певца все же большой концерт в Осетинском театре. Это было не просто выступление. Весь тур Льва Лещенко приурочен к главному празднику этого года – 70-летию Победы. Тема войны музыканту особо близка. Его отец прошел всю Великую Отечественную. Мы как бы хотим отдать дань памяти этого великого события. Стараемся как бы сфокусировать внимание людей на том, что происходило 70 лет назад вообще, и как по-настоящему все это происходило. И здесь действительно героическая земля. Я успел познакомиться здесь и с людьми, которые здесь мы встретились даже с фронтовиками, они были у нас на концерте. От искусства беседа плавно перетекает к тому, что близко каждому из гостей, к футболу. Оказалось, что Лев Лещенко – близкий друг Валерия Газаева и уже бывал во Владикавказе в 95-м, в дни чествования чемпионского «Спартака» Алании. Музыкант тесно связан с Северной Осетией, а с сегодняшнего дня это будет видно и по его послужному списку. В торжественной обстановке Льву Лещенко присвоили звание народного артиста Северной Осетии. Яна Гайгиева, Заурцеов, Осетия ТВ.